Стать чемпионом вопреки всему. Российская команда «КамАЗ-Мастер» триумфально вернула себе титул победителя экстремального ралли-марафона уже в 14-й раз в своей истории. О том, каким трудным был путь к победе, в материале Алмаза Гафиетова. Это уже мгновение триумфа. Камазовцы на пьедестале – явление нередкое. Однако в этом году победа далась команде особенно тяжело. Еще до начала гонок участие КамАЗа было под вопросом. Финансовые проблемы плюс постоянные требования организаторов ралли-рейда по изменению моторов для грузовых автомобилей иначе как палками в колеса не назовешь. Под таким давлением и приходилось выступать на ралли. Молодец. Дакар – это соревнование множества сильных экипажей и команд конструкторских бюро. За 12 этапов гонки и 8800 километров по равнинам, горам и пустыням Парагвая, Аргентины и Боливии КамАЗ-мастеру пришлось сдерживать натиск маститых соперников. В этом году мы, конечно, постарались поменять немножко тактику, немножко стратегию в экипаже, в команде в целом. Ну и видим, что это получилось. Сама гонка также давалась непросто. До 8-го этапа камазовцы были в роли догоняющих. Лишь в конце Эдуарду Николаеву удалось взойти на вершину. Дмитрий Сотников второй, третье место у Жерара де Роя. Другие татарстанцы: Мардеев завершил гонку пятым, Шибалов на 19-й строчке. Гонщики получают заслуженные поздравления. Президент Татарстана уже направил поздравительную телеграмму в адрес генерального директора КамАЗа Сергея Когогина, руководителя команды «КамАЗ-Мастер» Владимира Чагина, а также всей команды по случаю очередной победы в ралли. Дакар – это всегда битва, в которой успех достается действительно сильнейшему, лучшему и в мастерстве, и в выносливости, и в нацеленности на победу, говорится в поздравлении. Завтра 14-кратных чемпионов Дакара будут встречать в московском аэропорту. А дальше все экипажи ждет ралли «Шелковый путь-2017», запланированный на июль этого года. Гонка пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Алмаз Гафиетов, ТНВ, Аргентина.